17 февраля депутаты Жогорку Кеңеша и представители Конституционного совещания во главе с председателем Бекбосуном Борубашевым обсудили проект новой Конституции. Члены совещания работали над проектом 2,5 месяца и завершили свою работу 27 января. 2 февраля проект поступил в Жогорку Кеңеш. Это было общественное обсуждение, и оно было открытым. Каждый мог принять участие в обсуждении. 10 января на референдуме народ выразил свою волю и выбрал президентскую форму правления. Воля народа стоит выше любого закона. Что мы сделали в новом проекте? Во-первых, укрепили народовластие через внедрение смешанных выборов и института Курултая. Кроме того, учли социальные вопросы. Из более чем 1000 предложений 70% касались социальных вопросов. Мы учли и пожелания простых граждан. Усиление ответственности власти было важным направлением. Мы уверены, что в этой Конституции выдали ту форму президентского правления, которая наиболее подходит для Кыргызстана. Умбеталы Кадыралиев напомнил, что инициаторами конституционной реформы 17 ноября выступили 80 депутатов парламента, а 20 ноября указом ИО президента Таланта Мамытова было создано Конституционное совещание. В него вошли ученые-правоведы, независимые эксперты, общественные и государственные деятели и сами парламентарии. Конституционный кеңешмеге катышкан мүчөсү катары айтып кетейин, эң негизги демократиялык мамлекетте принциптер сакталган. Я как член Конституционного совещания хочу сказать, что в проекте сохранены все главные принципы демократического государства. Это народовластие, верховенство закона, баланс всех ветвей власти. Призываю вас, коллеги, принять активное участие в обсуждении. Наша цель, чтобы эта Конституция служила интересам народа. Одним из первых вопрос разработчикам задал депутат Алмаз Токторов. Вопрос касался 89-й статьи проекта. Председатель кабинета министров менен глава администрации экөөнүн бир аз айырмачылыгы барбы дейм да. Эмнеге бирикти ушул? Бир киши болуп калды. Менин оюмча, глава администрации президента деген бул... Председателем кабинета министров и руководителем администрации президента является одно лицо. Зачем объединять две должности? Глава администрации президента обеспечивает техническое функционирование, а глава кабинета министров – это политическая должность. Она назначается с согласия Жогорку Кеңеша. Кроме того, часто будут проходить и международные встречи на уровне премьер-министров, а глава администрации президента должен обеспечивать ее непрерывную деятельность. Бекбосун Борубашев отметил, что в этом вопросе был изучен мировой опыт и за основу взята американская система управления, где администрация президента является исполнительной властью. Таким образом, главным механизмом реализации власти президента является его администрация. Член Конституционного совещания Болот Токтобаев напомнил, что с юридической точки зрения в новой Конституции нет понятия правительства, а президент является и главой государства, и руководителем исполнительной ветви власти. Ушу конституциянын негизинде, долбоорунун негизинде келечекте өкмөт болбойт. Өкмөт деген сөздү алып чыгыңыз. Депутат Кенжебек Бокоев тоже участвовал в обсуждениях, однако выразил свое особое мнение. Так, Бокоев против нормы закона, по которой назначение референдума передается президенту. Нардеп считает, что решение о референдуме должен принимать только Жогорку Кеңеш. Кроме того, для обеспечения прозрачности и независимости судебной системы Совет по отбору судей должен избираться парламентом, минуя президента и его администрации, сказал Бокоев. Бүгүн президент аткаруу бийлигинин башына келип аткандан кийин сот бийлигин шайлоодо президентке кирбесин тандоо боюнча деп. Президент – глава исполнительной ветви власти, и он не должен влиять на судей. Кроме того, состав Центральной избирательной комиссии и счетной палаты должен 100% формировать парламент. К примеру, счетная палата проверяет расходование бюджетных денег, и они не должны зависеть от президента. Генерального прокурора тоже должен назначать парламент, поскольку он будет проверять исполнительную власть, которая в руках президента. Конституционная реформа нацелена на установление президентской формы управления и повышение ответственности главы государства за принимаемые решения, социально-экономическое развитие страны и внешнюю политику. По новой Конституции глава государства возглавит исполнительную власть, будет определять состав и структуру кабинета министров, а также формировать администрацию президента и Совет безопасности. По мнению экспертов, последние 10 лет в стране понятие ответственности как одной из стержневых функций государственной власти была совершенно утрачена и намеренно размыта определенными политическими силами. Отметим, что неправительственные организации считают, что в новой редакции основного закона отсутствует система сдержек и противовесов, а у президента слишком много полномочий.
Я, например, считаю, что должна быть прописана более четкая и функциональная структура и усилена система сдержек и противовесов. Права человека, свобода слова, функции Народного Курултая. Эти и другие вопросы также были обсуждены в ходе встречи. В обсуждаемом проекте основного закона прописаны четкие механизмы объявления импичмента президенту. Так, парламент может инициировать импичмент в случае нарушения президентом конституционных законов, его вмешательства в дела судей и Жогорку Кеңеша. Члены Конституционного совещания проделали огромную работу. Всего за новый проект Конституции проголосовало 68 его участников. При этом инициаторы и разработчики признают, что документ может быть не идеальным. Дальнейшие предложения и замечания будет принимать секретариат. Конституционное совещание выполнило свою историческую миссию, а дальнейшие решения по проекту Конституции за Жогорку Кеңешем, отметили депутаты.